Меня зовут Валя, Валентина Рамазанова, коуч-психолог, организатор женских кругов, девичников, в общем, в Москве в основном, но сейчас на данное время только в Элисте. Да, меня зовут Кристина, я являюсь гостем Калмыкии, но мне удалось здесь уже даже пожить полгодика. Многие знают, что я тайно влюблена в Калмыкию. Вообще я являюсь коучем по продажам, учу людей продавать, вот. Но сейчас я просто хочу поесть. Это что-то очень трудно съедаемое, да? Тоненькие косточки. Может быть, это какая-то птичка? Да, похоже на птицу. Это мясо невозможно купить в магазине, оно не продается нигде. Его можно причислить к дичи. То есть вы нам не скажете, что это, пока не попробуем? Да, попробуйте, а потом я вам скажу. Хорошо. Окей. Я бы на твоем месте еще овощей бы много на тарелку наложила. Это чьи? Это лапки, я вижу лапки. Да? Это суслик. Бинго! Да? На самом деле я люблю мясо суслика, это очень вкусно. Серьезно? Не говори, что ты еще и пробовала. Конечно, это очень вкусно. В детстве на точке. Я не знаю, как его, мне кажется, я его ела руками. Я не понимаю, как его сейчас тоже есть вилкой. А я могу просто в ход руки? Слушай, это на самом деле очень вкусно, но... Серьезно, да? Я обожаю суслятину, но я давным-давно... Может, это детские воспоминания, не знаю. Суслятину. А как их ловили, отлавливали, что ли, вы? Или Сейчас Валя расскажет. Расскажу, как в детстве. Горячевато. Так, ладно, сейчас хотя бы пополам. Что, Очень серьезно? вкусно. Да? Нежно очень. Если честно, скажу тебе по секрету, то для меня это не совсем кошерное блюдо, но я доверяю этому ресторану. Очень жалко. Я попробую. Сейчас попробуй, и потом я тебе расскажу, как мы их ловили. А с какой стороны это вообще надо кушать? Что ты делаешь? Скажи мне. Может быть, брось этот кусок, и я залезу к тебе в тарелку. Там косточка, аккуратно. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить вообще. Что там между... Перепелячими маленькими косточками и... Мне кажется, это ни на что не похоже. Мне кажется, это похоже на суслика. И все. А есть... Но он не жирный. А он должен быть жирным? Ну, обычно суслики, мне кажется, жирные. Съела кусочек, где прям нет косточек, и есть только, мяско. Я не скажу, что это много мяска, но, пожевать что-то можно. И на самом деле я почувствовала сейчас этот вкус, и мне очень понравилось. Суслятина, она очень вкусная. Вот особенно такая. Мне кажется, в детстве прям жирные такие, как вот бараньи хвосты давали такие, да? Очень такие Нет, это... жирнила. А можно я... Синдром будешь кушать? Слынгану. Прикольно. Вот и все. Прикольно. У меня это на самом деле трагичная история такая. Серьезно? Потому что мне было очень страшно, когда мы ловили сусликов. Точнее, мой дядя, он меня на лет 10 старше. Я маленькая, мне лет 5, наверное. Он говорит, вот смотри, вот тебе лопата, держи лопату. Вот видишь норка? Я, говорит, туда буду воду заливать, будет кто-то выбегать, ты сверху с лопатой стой. И сколько тебе лет было? Мне, лет 5-6, наверное, не помню. Стой с лопатой. Да. Возле норки. Да. Замечательно. Вот. Когда он выскочил, я так перепугалась, то есть я не смогла ударить, ничего, но потом через недельку мне принесли суслика, сказали, вот, кушай, попробуй. Точно так же не говорили, что это, просто попробуй. Мне очень понравилось, я все съела. Потом говорю, а кто это? Помнишь, говорит, вот ты ловила? Ну вот как-то так. Я помню, что я прям, руки у меня все были в жиру, потому что было очень вкусно. Здесь тоже вкусно, но он такой, как курица, что ли, или как
Перепелка, может Да, быть, как ближе. перепелка, да. Да, мне тоже кажется, и косточки такие маленькие. Наверное, да. Чей суслик вкуснее, твой или мой? У тебя он какой-то жирненький, мне кажется. Хочешь взять кусочек? Я могу тебе оторвать. Ну нет. У тебя, да, у тебя такой этот... Я могу дать тебе лапку. Давай, если она у тебя уже ну, так Мягенькая, такая жирненькая. руками надо есть, потому что О. маленькие косточки. Ну, это, наверное, прям по-национальному так, да? Руками? Да. Можно песню спеть. Плачь и смотри со стороны. Подписчики это не увидят, да, то есть не попробуют. Но увидят и позавидуют. Да, мы едим суслика, завидуйте нам. Вспомнила детство, ладно. Да. А что ты еще знаешь про сусликов интересного? В калмыцкой культуре какое-то значение суслик имеет, помимо того, что его едят? Ну, приход весны, Что это такое? ну, когда они выглядывают из норки, то есть это означает, что уже потеплело, что все, весна пришла. Вот. Я знаю, что очень много в сказках суслик описывается как очень такой хитрый, да, персонаж, мне кажется. А правда, что калмыки мазались жиром когда-то? Ну, волосы... В кочевые времена? Да, то есть поела раз на волосы. Просто Чтобы после блестели. синджина, после суслика, мне кажется, что я, в принципе, могу это сделать. Видишь, какие у меня волосы? О, ты намекаешь, что Каждый день я после еды. жиром мажешь. Конечно. Поэтому у меня такие не очень волосы. Ну Я вот поняла. поживешь твой вот с лайфхак. калмыки. Хорошо, я так и Научу сделаю. тебя. А ты не заметила, что там еще и внутренности есть? Нет. Я уже, по-моему, что-то съела. Может быть, даже сердце. Я кроме баранек ничего не ем. Внутренности? Ну, Да. а говяжьи? Ну, наверное, это само собой, да? Язычок там. Ну, язык только. Печень. Я вот рыбу не люблю. У меня папа всегда дает Мягко. внутренности рыбы. Вот там Икру? легкие, там, знаешь, такое опаливают легкие на. Мне кажется, я какой-то живодер сейчас в передаче просто рассказываю про то, что у меня в семье происходит. Она лопатой ловила сусликов и ест внутренности рыб. Настоящая калмычка, ну что ты. Ну, вообще, когда я приехала в Калмыкию, у меня были вот такие вот глаза, я увидела солнце. Ты никогда не замечала, что в Калмыкии красивое солнце? Мне нравится смотреть здесь на звезды, потому что здесь достаточно красивый вид открывается. Я еще увидела вот эти вот степи. Я видела равнины в Омской области. Ну, вот таких вот степей я вообще никогда не видела. Я даже сразу же взяла фотографа и потащила его на фотосессию. Вот именно в степные такие у меня сразу мысль такая появилась. У меня две появилась. Первое, где бы взять калмыцкий национальный костюм. Второе, нападут ли на меня, скажут, что ты вообще напялила тут наш костюм. Теперь тебе нужно только калмыцкий подучить и калмыцкую песню выучить какую-нибудь, и все. Я ты уже знаешь. Я шарку-барку знаю. Я могу ее подпеть вместе с Геляной Глебовой. Обычно не чокаются, но... Чокаются, нет? Сегодня ж пятница. Чокаюсь. Серьезно, не чокаются? А что делают такое для обмена доверием? Понимают? Ну, обычно, когда тебе вручают чай, ну, с почтением вручают его, ну, то есть вот так. И, то есть, ты принимаешь его. Ты дядя можешь сказать, там, ты настава таки шикта, понимаешь, и пьешь. Я подумаю на это, но не скажу. Вот. Но вообще в Древней Руси есть традиция такая вот, почему чокаются. Это просто чокались раньше железными, там, всякими деревянными кружками. Извините, если я что-то вдруг не то говорю, но приблизительно что-то вы поймете из этого. Люди так сильно чокались и выплескивали друг другу напитки, и это считалось как вот доверие, обмен жидкостями. Да, что вот попало, значит там отравы никакой нет, ну что-то такое. А здесь у вас получается как русская рулетка, калмыцкая рулетка. Тебе дали, ты сказал давай, а выпила потом вот не знаешь. Слушай, мне кажется, калмыки,
такой горячий народ, они яд не подсыпают, они просто сразу в лицо говорят, если что. Или к коням привязывают и по степям. Что, у нас сегодня какой-то живодерский выпуск, покажи. Нет, ну, мы вообще дружелюбный народ. Я это из истории вот прям поняла. Самый дружелюбный народ — это калмыки, Да. монголы. И вообще все это лучше во главе с Чингисханом. Мне кажется, он самый дружелюбный из всех Конечно, он вождей. же хотел всех объединить, понимаешь? Да. Я понимаю. Мне кажется, выпуск будет очень интересный. Ты думаешь, да? Вот как-то манит меня калмыки. Теперь еще и суп такие блюда есть. Может, ты в прошлой жизни была калмычкой? Я тоже об этом подумала. А серьезно? Мысли, видишь? Ну, может быть. Вот просто, наверное, одно название для меня очень непривычное, потому что вы целые истории про сусликов рассказали, как вы ловили, и это так все нормально. Может быть, мне мешает только слово. Ну и мне вот сама атмосфера очень понравилась. Ну, это тоже вот, когда ешь национальные блюда, вот еще и в национальном ресторане, такой прям национальный дух. Сколько слов я сказала национальный? Уже 4-е или 5-е. Вот, это тоже много о чем говорит. Все, ресторану спасибо огромное, очень было вкусно и приятно с вами познакомиться. Спасибо, очень вкусно. Да. Я улетаю, не бери меня обратно, подлетаю на Карину, бери меня.